Нас волками зовут не с того, что мы вечно голодны. Нас волками зовут, потому что все время в бою. Он стоял на морозе перед толпой, чуть выступив вперед, опираясь на свою видавшие виды палку, пытаясь призмочь боль от страшной болезни, изнутри подтачивающей его последние силы. Он стоял гордо, словно вожак, пытающийся защитить свою небольшую стаю. В его взгляде было все: и грусть, и сожаление, и мудрость. Не было одного — ненависти. Его взгляд был устремлен куда-то туда, где была одному только ему ведомая тайна. Старик не просил пощады, не пытался оправдаться, хотя и знал, каков будет итог этой последней битвы. И мы знали, мы, молчаливо наблюдавшие за этой трагической сценой. И вот его нет. Старик умер. Умер в изгнании, незащищенный друзьями и непрощенный врагами. У каждого человека своя судьба, и старик мог бы оказаться одним из тех, кому судьба позволила спокойно умереть в своей постели, окруженный родственниками. Были бы похороны, приходили бы односельчане, следуя горскому этикету, чтобы быстро помолиться и через мгновение взяться за мирские разговоры. Приходили бы молодые люди, согревающие в карманах мобильные телефоны с невыключенным WhatsApp. Приходили бы плаксивые женщины, выдавливая фальшивые слезы. Но судьба жалилась над стариком. Он ушел, став нашей совестью. Мелькнул, как метеор, для того, чтобы мы еще живые распрямили спины, думая о человеке на фотографии, старике, одиноко стоящем перед агрессивной толпой и выигравший у них свой последний бой. Прощай, старик. Знай, тебя выгнали и убили не от моего имени.